Здравствуйте, это программа «Маселе». В студии для вас работает Медербек Мамбеталиев. И сегодня мы будем говорить о предстоящих выборах, точнее о том, что уже творится в преддверии этого важного политического события. И сегодня у нас в гостях экс-руководитель Центра избиркома Акылбек Аблабекович Сариев. Здравствуйте, уважаемый гость. Итак, первый вопрос. Вот смотрите, интересная ситуация. Выборы как бы и не начались еще, но уже такая череда скандалов. И вот один из информационных поводов, вот можно взять город Ош. Что вы думаете по этому поводу? Ну, в принципе, выборы-то уже начались. Указ уже издан, поэтому с момента назначения указа президента выборы считаются уже как бы начавшиеся. Но другой вопрос, что там есть этапы, то есть отдельные этапы выборов, которые состоят из нескольких стадий. Ну, значит, начальная стадия – это подготовка к выборам. И в первую очередь у нас самое главное – это список избирателей. Ну, раз вы подняли вопрос города Ош, значит, мы сейчас, не только вы, вся республика сейчас как бы горячо обсуждает именно вот эти вот списки избирателей, связанные с тем, что резкий рост лиц, которые меняют свою прописку. Ну, в частности, в основном, это самые большие данные сегодня по городу Ош. На вчерашний день, насколько вчера вот представитель официального органа госрегистра объявил, что где-то около 39 тысяч жителей поменяли прописку, именно они прописались в городе Ош. Поэтому последние 2 недели сейчас вот именно как раз обсуждается эта тема, насколько это законно, насколько это соответствует как бы требованиям закона, да? Кто из них нарушает, жители там нарушают или государственный орган нарушает. Поэтому тут, конечно, мнения разные. Одни считают, что нарушает, другие считают, что не нарушает. А ваше мнение? А мое мнение такое, значит, в принципе, по закону о внутренней миграции, как бы и Конституция позволяет нам, гражданам, свободно передвигаться, соответственно, и менять место жительства. То есть, как бы закон не ограничивает ни меня, ни вас, ни других менять свою прописку, так проще говоря, да? С одной стороны это получается, да? Не, ну это закон, да, требование закона, никто не вправе ограничивать. А с другой стороны, можно рассмотреть этот вопрос тем, что гражданское сообщество, оно просто как-то активнее хочет принять наверняка вот в политической жизни государства? И вот... Да, почему, вот, допустим, это сейчас мы привязываем к выборам, как бы это из-за того, что вот за последние 1,5 месяца самое большое, как бы, это в 10 раз превышает по показателям по сравнению с прошлым годом. Получается, если в прошлом году за этот период всего лишь было, как бы, поменяли место прописки где-то 3 тысячи, около 3 тысяч граждан, да? А в этом году получилось 35 тысяч там. Ну, это в 10 раз, в разы повысилось. Поэтому все привязывает это к выборам. Это, конечно, будущее покажет, насколько это действительно было связано с выборами. Но если обратиться к списку избирательной, имеется в виду официальный, да, я могу привести такую статистику, что к началу года, допустим, по городу Ош было список избирателей состояло где-то около 140 тысяч избирателей. Потом начался вот этот ажиотаж, там 30 тысяч там прописали за какие-то месяцы, да. Но теперь, после вот этого скандала, после очередных разбирательств, конечно, официально данные именно на 13 февраля этого года получается 139 тысяч, это 100 с чем-то избирателей. Получается, она как бы сейчас уже стала официально меньше, чем было к началу года. И, казалось бы, если с этой стороны смотреть, то получается, вроде бы никакого повышения или там роста избирателей нету. Просто где-то больше стало, где-то меньше? Нет, наоборот, меньше стало. Меньше стало? Но, тем не менее, никто не отрицает факт того, что прописано где-то более 30 тысяч. Это дают сведения, это именно официальные органы, госрегистр, в частности. Она подтверждает, что более 30 тысяч избирателей, вернее, граждан поменяли прописку на город Ош. А вот подобная картина наблюдалась ранее, ну, скажем, 5 лет назад? Нет, такого, конечно, никто не было. Это именно, если бы это было как бы в порядке вещей,
никто бы на это не обратил внимания. Да. Правильно же? Вот Поэтому, поскольку этот скачок такой резкий, все обратили на эту проблему, как бы с разной стороны смотрят. Ну так как вы считаете, вот если вот в этот раз такое случилось, не говорит ли это о том, что вот гражданское сообщество как-то стало активнее Ну, подключаться? благодаря, может быть, активности гражданского сообщества, эта проблема поднята своевременно. Теперь уже те лица, будем говорить, которые, может быть, намеревались, да, таким образом зарабатывать себе голоса, может быть, сейчас они подойдут более осторожно. Или, наоборот, может прекратят вообще свои действия. И, возможно, этот рост уже остановится, да, до конца выборов. Либо они уже могут поменять сейчас тактику, потому что основное требование закона, чтобы тот гражданин, который прописывается, вошел в список избирателей, в законе прописано так, что у него обязательно должна быть отметка в паспорте, то есть прописка, проще говоря. И наша сейчас ситуация, почему вот эти 35 тысяч, они не включены в список избирателей, потому что, получается, они просто как бы письменно поменяли, то есть фактически они поменяли прописку, но отметку в паспорте не поменяли. То есть, проще говоря, они не поменяли паспорта. И тогда, получается, они фактически прописаны в городе Аш, но в то же время из-за того, что они паспорт не поменяли и прописку свою не поменяли, это допускает закон. В принципе, это не нарушение закона, да? Это гражданин сам праве. Либо он меняет паспорт, либо не меняет паспорт. То, получается, они сейчас в список не включились. И остались за бортом, можно сказать. Ну, пока за бортом. Пока но за бортом. время у них есть. Больше месяца у них есть времени, чтобы поменять паспорт. То есть, потому что вот ID-карта, вы представляете, да? Это, если раньше вот эти бумажные паспорта мы могли там написать просто, то есть поменять место прописки, а сейчас это одно условие, только поменять надо паспорт. Это что касается ID-паспортов 94 или 2004 года образца, да? А что касается новых биометрических паспортов, то получается там паспорт нельзя, можно не менять. Там прописка меняется с помощью чипов. Там она вживлена в чип, и как бы если посмотреть на сам паспорт, то там не увидите свою прописку. Вы знаете об этом, да? Но это меняется электронным образом. То есть ГРС, Госрегистрационная служба, она меняет это чип, данные именно прописки. Поэтому те граждане, которые имеют биометрические паспорта, они могут бесплатно поменять свой адрес на новый адрес без проблем. То есть им надо будет просто заявление написать ГРС. И они буквально за какие-то 5 минут они могут его поменять. А вот что касается других вот ID-карт старого образца, их только надо менять на новый паспорт. Автоматически, значит, если он меняет его, то получает новый паспорт биометрический сейчас. И проблема решается таким же образом. Вот вы возглавляли Центр избирком, насколько я не ошибаюсь, это 9 или 8 лет назад. Да. Ну, почти 10 лет. 10-й год. 10-й После год. революции. После революции. Скажите, пожалуйста, за 10 лет, наверное, многое поменялось вот именно в работе Центра избиркома, вообще в выборном процессе. Вот сама цифровизация, вы согласны с тем, что она как-то поборола коррупцию на местах, вот исключила тут же самое карусели, и теперь, скажем так, тех же студентов, ваши местные вузы уже как-то уже, можно сказать, открыто призывают. То, что да, избирательный процесс улучшился и применение новых как бы, технических средств, это бесспорно. Она, конечно, исключает двойные карусели, там, голосование за других лиц. В этом спору нет сейчас. И уже все убедились, что это как-то вот эту проблему она разрешила. Но вы знаете, что у нас, мы же люди, когда что-то запрещают, мы же начинаем искать обходные пути, да? Да. Вот изменение прописки, вот это есть законный путь обхода. Можно так предположить, в принципе, если это действительно они сделаны для того, чтобы получить голоса. Это причем законный путь. Это пресекут, скорее всего, найдут другой путь. Тут уже мы все живые люди, мы всегда ищем выход из положения. Поэтому здесь, конечно, все сразу предусмотреть невозможно. С каждым разом, когда появляется какая-то проблема, начинаем его обходить. Как находит канал обхода, значит, официальные органы пытаются его пресечь. Поэтому, может быть, какое-то время, может, через 5 лет, 10, это все изъяны будут устранены. Ну, будем надеяться на хорошее. Ваши прогнозы. Как вы думаете, как пройдут
предстоящие выборы? Все-таки в Не, ну, мирном ли русле? это всё плохого, конечно, загадывать не стоит. Мы должны быть оптимистами, да, и надеяться на то, что сознание у нас, наших избирателей как бы повысилось, и никто не будет там бойкотировать или, наоборот, пытаться нарушить. И, пользуясь результатом, может быть, как бы дестабилизировать постановку. Мы все цивилизованные люди. Я думаю, это выбор, это, ну как, 7-минутный процесс, да? После этого у нас начинается своя обычная жизнь. Поэтому надо более терпеливо отнестись к этим процессам. Другой вопрос, что правильно сейчас делаю, что информационная кампания по освещению выборов, тех же норм законодательства, тех же требований закона, надо своевременно доводить до избирателей, чтобы не было недопонимания. Потому что вот этот ажиотаж, который 2 недели прошло, да, который всех поставил на ноги, запугивая, что якобы какие-то там уже подкуп голосов идут, в итоге привели к тому, что, оказывается, как я уже сказал, никакого роста количества избирателей не было. Нет на сегодняшний день. Ну, другой вопрос, может быть, ближе к дню голосования она повысится. Надеемся, что все пройдет тихо, в мирном русле. А я напоминаю, что это была программа «Маселя». В гостях у нас сегодня был экс-председатель Центра избиркома Акылбек Аблабекович Сареев. А я с вами прощаюсь. До свидания.